шоколада. Игра. Это потому что слишком высоко поднимаешь. Отдыхаем, ложим. Так. Так. Все. Ну, нормально идет. Погнали дальше. Так, булище прямо на наледи. Вот наледь появилась. Пошел. О, первые окуньки пошли. Попер на дубас. Это для чего делается? Почему гордый? Клип тебе на КМП. Чтобы отправил этого, да? Вот для чего ломаешь-то? Если попадется, тогда что? Узнаешь, да? Угу. Уже все сажали. Ага. Понятно. Второй раз не попался. Понял, понял. Надо сажать. Интересно, не, интересная методика. Воно. Угу. Ай, ёлка. Так, у Дмитрича на стояк сорога подошла. На один стояк всегда ловить будем. Пошел сик. Идет сик, хороший чабак. Называется чебаком, который. Куда сик делся? Запроси-ка его. Клевануло только что у тебя, Дмитрич, но ты проспал поклепку. Телефон кидаю. Да, потому что ты не сидел. Из-за этого ты проспал поклепку. Сегодня у нас пельмени из оленины.
все, что связано с севером, все зеленее. Иди. Так, теперь нарезаем сига. В что его будем резать? Сюда? Поэтому мы... У нас все просто и просто жестко. Теперь начинаем вялить нашу рыбу. Давайте сначала посмотрим, как она получилась. Вот. Это гнет. Вчера примерно в это время я установил ее на гнет. Под гнет. Вот. Пакетик, пока уберем. Пакетики нам нужны. Вот так получилось. Вот. Он здесь перелип. Должен был просолиться. Думаю, что просолилось. Достаточно. Теперь начинаем развешивать. Развешиваем в полевых условиях прямо в палатке. Для этого берем нитку и иголку. Дмитрий тоже смотрит, ему тоже интересно, как же он будет здесь развешивать, думает, наверное. Сейчас мы покажем. Вот. Обычная нитка с иголкой. По идее, вот эта нитка должна выдержать несколько килограммов. Этого нам достаточно. Мы много килограммов-то не будем на нее вешать. Но несколько кусков подвесим. Вот. Вдеваем ушко, нитку. Так, веревку сделал двойную, и длина порядка, порядка 2 метров я ее сделал длину. Почему такая длинная, позже покажу, объясню. Смотрите, берем рыбу. Вот у нас окунь, филейка. Втыкаю сюда. Теперь вытягиваю всю нитку, провожу через всего окуня. Здесь оставляю вот примерно вот такой кусок, чтобы можно было подвязать его. Делаю петлю. Вот раз просунул нитку. Так, стоп, где тут? Вот, конец. Вот раз просунул, сразу делаю второй оборот. Двойная петля, двойной узел. Вот. Теперь наша рыба уже не будет сползать. Вот. Вот так вот. Теперь далее опускаю обратно в его. Вот так, чтобы не валять по земле. Беру второй кусок рыбки. Опять втыкаю. Протыкаю. Вытаскиваю. Измеряю, чтобы он не доставал до нее. И в этом месте вяжем
узел. Вот. Раз. Просунули нитку, эту иголку. Сразу два. Вот тут же. Также двойной узел. Вот. И делаю стяжку. Оп, затянули. Видите? Не соприкасается. Далее делаем такую, продолжаем делать такую гирлянду. Так, все, буквально несколько секунд, и я уже даже меньше минуты, ну где-то минута, я уже подвязал первую гирлянду. Раз, считаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пластов. 7 пластов у нас получилось на одной вот такой вот гирлянде. Теперь нужно отрезать конец. Здесь вяжем узел, чтобы у нас не разошлась веревочка после того, как мы иголку освободим. Вот, раз, и все. Теперь можно отрезать, можно откусить. Давайте я сейчас иголку сейчас отрежу, продолжим дальше. Процесс завялки. Это все процесс завялки, забыл сказать. Вчера у нас была посолка, сегодня завялка. Вот, вот так вот получилось. Смотрите. Вот такая вот гирлянда получилась. Вот. Сейчас мы ее вот так подвесим, чтобы вода у нас стекла с рыбы. А потом уже повесим за тот второй конец, натянем, и будет уже процесс завялки пойдет. Поняли, да? То есть для чего все это делалось? Вот. Подвешивается все это очень просто. Так как мы все рыбаки, и у нас есть рыболовные снасти, рыболовную снасть входит что? Правильно, воблера, блесна, крючки и тройники. Вот. Сейчас мы с вами что делаем? Берем тройник, засовываем его в эту дырочку. Вот видите, узелок, вот петля я вязал, вот она. Вот сейчас я открываю свой чемодан, беру один тройник, смотрим на пруток вашей палатки, видим примерную длину прутка и отсюда исходим. Приходим к мысли, что нужен вот такой двойник. Я вот просовываю в двойник, вытаскиваю всю гирлянду. Видно, нет? Видно. Сейчас покажем. Оп. Просто вот беру и вешаю на вот этот, на наш, как это называется, пруток. Вот, на пруток. Все, дорогие друзья. Теперь наша рыба стечет с нее вода. Здесь можно поставить какое-нибудь ведерко, уловитель, тазик. Вот. И потом уже, как вода маленько стечет, можно будет повесить его в длину. Вот.
Вот такая вот завялка у нас начинается. Окуня, филе окуня к пиву, так скажем. Даже не просто к пиву, можно есть без пива дома. Вечерком за просмотром клевой рыбалки на ютубе сел и поел. С бырпахом. Не с пивом, Дмитрий, сейчас с бырпахом. Так что, друзья, применяйте. Изобретено мной только что. Дарю. Пользуйтесь. А я сейчас все остальные также повесю. И потом, возможно, вам покажу, что получилось. Красоту. Итак, дорогие друзья, давайте полюбуемся, как получилось. Посмотрите, как получилось. Какая у нас получилась гирлянда. И до самого низа. Вот такая. Так будет происходить сушка рыбы. В принципе, воды особо нету, поэтому думаю, что пусть она так в таком положении и сохнет. Посмотрим через 2 дня, что будет. Итак, доброе утро. Сегодня у нас ударила пурга ночью. Поднялся сильнейший ветер. Дмитрича не испугать, он ушел рыбачить снаружи. А мы будем, значит, рыбачить внутри. Мы, конечно, фанаты, но все-таки не такие фанаты. Есть подсечка. Подсек. Ух ты! Сорога попалась. Есть такое дело. Опаздываю. Есть. Сорога. Хорошая сорога, а? Сорога. Хорошая сорога. Взяла. Долго мурыжила она, а? То подходит, то клевает, то уходит. Долго мурыжила, ага. Долго-долго. Смотри-ка, только закину, сразу поклевка. Ух ты, ёперный театр. А? Сорога. Вот это сорогина. Вообще хорошая сорогина. Хорошая сорожка. Пошла.
прям не успеваю опустить. Есть такое дело. Чебачочек опять попался. У нас попался чебачок. У нас попался чебачок. Итак, друзья, при рыбалке по первому льду в палатке очень много воды, поэтому вот такие сапоги просто необходимы. И в этом году я ношу вот такие сапоги от Евашус. Называются сапоги Титан. Производитель заявляет на них температурный режим минус 100. Чем мне понравились эти сапоги, это тем, что у них нижняя часть представлена в виде калоши, верхняя мягкая. Комбинированные сапоги из брезента. И если раньше приходилось мне носить специально калоши, то в этот раз я просто одеваю эти сапоги, и ноги не так сильно бреют в них и дышит, получается. Вот. Ну и очень легкие они сами по себе. Будем и зимой проверять, как они действуют в морозы. Ну и, конечно же, вот такой вот многослойный вкладыш в сапоги идет из натуральной шерсти. Потом там идет в этот войлочная подстилка внутри, ну как бы слой, и еще разные слои, много слоев. Обо всем об этом подробнее вы можете посмотреть у них на сайте. Ссылка будет в описании, рекомендую. А также, друзья, чтобы не провалиться на первом льду под воду и не утонуть, есть вот такой вот костюм-поплывок. Называется он Rescuer. Спасатель. Он сделан из непотопляемых материалов, которые защитят вас при проваливании под воду. Вот. Это костюм фирмы КСН. Давно ношу эту фирму. И всем рекомендую. Ссылка будет в описании под роликом. Переходите, друзья, заказывайте. Безопасность превыше всего. Вот. Так, ну а снаружи у нас метет вот такая вот пурга. Посмотрите, сегодня в 3 ночи как замело. И весь день должно мести. Вот. Володя Рыбкин 39 вон там ходит, рыбачит. Я уже наловил вот столько рыбы с утреца. Дмитрич вон сидит. Андрей ходит, снимает Дмитрича. Посмотрите вон. Интервью дает для местного телеканала, для YouTube канала Сибирь. Сюда идет. Он меня снимает, я его. Ты меня снимаешь, я тебя. Несколько вопросов. Заходи. Вот это сик. Вот самое. По дровам. Дрова-то заканчиваются. Ага. Вот здесь тоже пойдешь, да? Дальше какие?
Мы-то Вопросы? переезжали. А, насчет, вы насчет полярного круга. Поедем сегодня? Полярный круг, вывеска. Чё? Вывеска, про вывеску. Нет, поедем туда все-таки на Налиму, или в такую пургу не стоит соваться? Не знаю, погода-то на Лиме. Ну да. Вообще да. Можно посидеть, да, Ну, чуть-чуть? на рыбу вон есть, нарежем, нарезки хватает. Короче, я просил вчера половить плотвы. Нифига, вот это плотва вообще. Это, Да, как, это у я нас, тут ловлю, сижу. как у нас лещ клюет. Клюет. О, а это вот как раз филе окуня, да? Да. То есть получается протыкается Это чуть-чуть. штора. От Дмитрича Ну да, закрывается. так закрывайте. Да, да. Надоели друг другу. Ну. Понятно. Так, ну, в общем, все тогда по плану получается. Ну, пока да. Я Ну, пошел рыбачить, ты меня позовешь? Подожди, по дровам, что ты хотел сказать? По дровам Эти-то- надо будет, мы, может, по дороге где-то найдем, пильнем ее, а обратно Не, поедем, этот, заберем. там еще запаса полно же сверху, где вы в ручье брали. Вроде Да. как Володя сказал, там они же там. Блин, уже- полно там носить, ё-моё, капец. Ну а куда деваться там? Хоть Ну, всё. натоптано уже. Причем кальмар уже потух, как зрядно. И даже лучше клюет. Да? Да. Такие вот Что блесна удивительно. Слава использует. В основном использую вот такие серебряные блесна фирмы Уру. На сайте клевая-рыбалка.рф. Вот он опять, а? Опять он свой портал, блин, А почему воткнул в видео. почему ты думаешь, вот тоже серебряная блесна. Тоже Прям, вот. прям серебро. Прям серебро, да. Не боишься, что это рвет? Да нет, поводок же есть. Так, ну вот приходил Андрюха, немножко подемагогили по теме дров. Славик, Ау! Чё? поставь, пожалуйста. О, у тебя тут прикольно как. Ну, Подзаряди, пожалуйста, фонарик. на USB-шках? Да? Давай. Там немножко задняя крышка откручена в фонарике, так должно быть. Он по-другому не заряжается. Глаз отдай, главный глаз. Через себя снимали чебаками. Чебак клюнул на чё? На глаз, да? Архабисна. Кальмар. О, кто-то идет, идет. Хороший чебачела. Вот это чебачела. Вот это из него я В натуре. налим да налим. Да, его целиком прямо воткнуть на наливо. Рекордный налим снимать будет. 20 килограмм. Такого только двадцаточка победит. Так. Всю нарезаем. Остатки, как говорится, сладкие. Так, в прошлый раз Андрей нашел сушину. Сейчас я съездил, разведал. И вот мы со Славой поехали за дровами. Сегодня у нас ветрено. И вот куча разведал.
Она тут одна единственная стояла, да? Она не стояла, ее водой принесло. Это водой вынесло? Да. А, это корни, да, там просто зацепились? С одной стороны, с другой. Когда вода прибывает, здесь где этих кустов нету, не видно. А, здесь смывает все, да? Все заливает водой. Ну, Вон. Я еду, вроде кажется, как будто по какой-то протоке едем. под водой ездим. Сейчас под водой, Ну. сейчас над водой, наверное. Над землей. Сейчас-то она сухая, наверное, да, это проток? А? Ну, здесь под водой, короче. Под землей здесь вода? Как под водой? А, что здесь все под водой? Закусила. Толкай ее, чтобы она шевелилась. Нет? Так-ка в эту сторону дерни. Не заламывай только шину. Шину не заламывай. Давай. Давай шевелите бревно. Толкай его на меня. Туда-сюда. Цепь вообще слабая, жесткая. А что, нечем? Стол? Ну какой стол? Ну дров не хватит. У вас же стол есть, я У нас- ждал. А Нам чем жить мы его здесь- колоть будем? Ну вот Топор я покажу. взял. А, топор? Ну конечно. Ну, А. вот. Топор, а у вас топор есть? Есть. А, ну тогда хорошо. Что вы хотели еще? Чурку они хотят взять. Еще взять. Но все равно потом сами съездите в субботу. Нет, при наличии топора мы можем ну, хоть что-то Там еще сделать. пилить. Ну, пилить, да. Кто умеет пилить? Я-то ни разу еще в руках пилу не держал. Я такие... Вот, ну сюда сходите рядом, вот сюда. Да, нам бы только помочь, потому что я пилу, я боюсь, я не пробовал ее ни разу, знаешь. Слава умеет, у него же есть пила. Нам пильнуть нам только там пильнуть по месту, мы дальше сами перетащим, что угодно. Нам, ну, туда... У вас в субботу останется только буран, все. Мы уедем с Дмитриевичем, рыбу повезем, палатки, печку. Не, еще просто уйдем. если что, нам только доехать пильнуть, мы сами А все сегодня какой день перетащим. недели? Сегодня четверг. 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 Еще завтра. Ну вот нам. Нам вот это, в принципе, Это хватит завтра вам, хватит. сегодня-завтра вот эти Это две. А, вы Сегодня, всю рыбу завтра. хотите увезти, а потом вернуться за нами? Ну, в воскресенье вернемся за вами, да. Вещей-то много. Еще палатки все вот такие. Да, они сейчас хрен сложишь, Колобки. они обледеневшие. Ну, Палатки намерзли, поэтому. так что так вот. Так что в центроподвоз прибыл. Центр подвоз, это вы нам уважуху сделали очень крутую. Ну. Могу проставиться. Мы никак Рыбалку Да, да, да. удобно, кстати. Хорошо. Да мы, может, это в гостиницу заселимся, может. Что, давай поехали. Нам надо ехать.
лисину. А, ты ее расхерачил, да? Но А что, больше нет вариантов? больше вообще там ничего нету. Там одна только вот эта лежит и все. Казалось, там еще. А, там еще что-то было такое, по-моему. Что, поехали рубить? Да, Поехали, да, чаю не надо попить. нарубим сейчас. Ну, с слояном уже уходит. Вот же у вас кольщик ходит. Кстати, пилил с утра с Андрюхой вот такие вот. Я вообще в прошлый раз первый раз. Что, Славян, засрала гусянку, да? Ну да, сейчас же по мокрому проехали. Какой топор? Не погано, понимаешь? Вот эта херня? Она знаешь, как рубит офигительно? Вот такие. Она лучше, чем топор рубит. Да ладно. Серьезно? Слава? На. Шок-контент. А, я думал. Якутский я думал, что будет это. Якутский Только на этом руке, ага. дров. Не топором, а ножом. Так. Так. О, нифига себе, серьезно. Реально. А слабо не острой частью рубить, а тупой стороной. На разжижку уйдет. Инструктор сзади стоит, контролирует. это так, я пойду пока чайку попью. Ну вот так вот мы привезли дрова. Все, на этом сюжет заканчивается. Пошел пить чай. Потом выйду поколю маленько. Внимательно. Без печи нельзя ездить. Итак, друзья, проведена колоссальная работа по заготовке дров. Заготовили дрова для себя, для Рыбкиных, для бригады Сибири, для всех. Все в этом маленько попринимали участие. Вот. Что еще из новостей? Проехало 2 снегохода. Кое-как проехали. Да, Дмитрич? Надеемся, что нам дорогу сделали. Они нам дорогу протоптали по торосам. И по этим, по наледи. Надеемся, что мы там проедем завтра. На этом, конечно, ребятам спасибо тоже. А что, июня-то? Да, мы послезавтра проедем. Там Дмитрич уже что-то. Потом мы это... У одного рыбака, который там живет один, сломалось оборудование, оказывается. Обогревательный прибор. Как-то его Вибаста какой-то китайский. Название-то какое-то страшное. Потом обзавелись вот таким вот опариком. Опарышем. Надо прикормиться, да, Дмитрич. Короче, у нас 3 пачки опарыша. Калининградского. Обнаружил его в санях в снегоходе. Вот этого опарыша, короче, повезло. Нам очень повезло с этим опарышем. Вот. Что еще? Ну, рыбак, надеюсь, сегодня пойдет поспать к Агату. Это земляк в этого Сибири, оказывается, знакомый Андрея. Ну вот, он должен будет сегодня к ним пойти. Что еще из новостей? Рыбка уже начинает довольно-таки сохнуть. Верхние уже подсохли. Посмотрите, вот как их начало вести все разно вот так вот. Они уменьшились в размерах гораздо. Думаю, Игорянь заценит
Вот. Вот такие вот стали. Да заходи, что стоишь-то? Заходи. Гадость, красота. Вот это да. Подвинься. Сюда зайди. Тут сядь. Там же вон еще стоят же. Не, я туда пойду, смотри. Сейчас Андрюха там еще за мной, за нами плетется. Он уху варит, что ли, Слава? Он у вас брал котелок? Да. Да, да. Ну, я пошел туда, Андрюх сейчас придет. Ну сядь сюда-то. Сейчас Андрей уже зайдет. Или что? Или ты туда идешь? Не, Андрей сейчас тоже идет сюда. А что так, да? Ну что, хорошо-то. Ну, в смысле, Андрей хоть там будет сидеть? Не, он сейчас идет, где-то за нами шел. Я знаю, он Ты, за вами видимо, идет. отстал. Ну, что рассказывай, какие у тебя сегодня уловы? Окуни да Что щуки. поймал? Всего помаленьку. Да? Все хорошо. С палатки контента. Мужики, что, переехали? Проехали? Да. Прям С по трудом. наледи? По наледи проехали. Ну сейчас, кстати, наледь это подмерзло. Вот они где протоптали. Вот они протоптали, мы специально Заебись. стояли и смотрели, чтобы... Заебись. Мы сейчас шли прям так легко по ней идти. Хорошо. Мы сейчас стояли и смотрели, сейчас они нам дорогу сделают. Но они поехали через тайгу. Поднимались там. Нет, они просто вдоль берега поперли туда и все. Не-не-не, заскакивали наверх. В кусты? Да, наверх туда. В кусты же они поднимались на снегоходы, да, Андрюх? Вроде Да, как? Ну. поднялись они с первого Там захода дороги не нет пойти. уже. Просчитали ученые направления, что через там какие-то там пару миллиардов лет они наши галактики сойдутся. Но они настолько велики, что, допустим, если брать буквально, они вот примерно вот на таком расстоянии друг от друга, буквально. Просто у нас, вот мы здесь находимся, до конца своей нам лететь там 100 тысяч световых лет. А еще там 10 расстояний, и мы уже доберемся до этой. А это больше в 3 раза, чем наша галактика. Вот она идет. А то, что вот все мы звезды видим, это все наш Млечный Путь. Вот. Все хорошо, тепло, да? Тащишься. Вон же, тапочкаешь. Ну отлично, Я видишь. тащусь. Так это другого слова нету. Когда рядышком такой Слава, да, то можно. Дверь закрой. Значит, там Андрюха идет. Андрюха идет. Вот такие вот дела у нас. Ну, вовремя, да? Вовремя ты. Всегда. Ты вовремя Ты везде. везде. Как вовремя так угадываешь? Там тен, говорят, здесь. То есть зашел к нам, когда кофе только закипел. Второй раз зашел, когда рыбка пожарилась. Блин, у него просто чутье Чует, похоже. чует. Ну что, как Александр Дмитриевич, завтра будет клевать? Обязательно. О, если погода всё, не завтра. поменяется. Всё Да, зависит друзья, от решили мы погоды. прогуляться, А в погода, гости дойти до погода ребят. я не разбираюсь. Смотрите, что тут Славы. Красота-то какая, вялится. Это окунь. Окунёк. Это, кстати, окунь, но он будет Сегодня вялиться слабо, да? только по такой температуре. Вчера я наверное, сколько? да? 9 штук взял, а Очень сегодня вкусно. только Мне 3 очень штуки нравится. взял. Да. Ну возьмешь сегодня. А куда я вообще да, не взял чик-чик сегодня? Вчера покушать. хоть десятку взял. Сегодня слабенько, да, клюет. Слабенько. Слабенько. Ну, все равно, Ну, ветер все равно. слишком сильный был снегом. Поэтому, Все блогеры, что ли? ну не говори. Я жене показываю, я больше никому не показываю. И Жучек друзьям. такой, Да не блин, показывай, если хороший, хочешь. хороший. Так, 3, 2, раз, поехали. Дядя. Так, он, значит, подмерз, да, специально, чтобы что-то наделать? Это когда вот, да, подморозили, чтобы стругать, так сказать. Дмитрич. Сейчас красавчик своей профессиональной рукой. Он уже много лет стругает рыбу. Вообще строганину он профессионал делает. Профессиональный Не я, стругальщик. да. Строганину он профессионал делает. Так, убираем плавники, правильно? Смотри, как стругает эту. Плавники нельзя есть еще. Почему? Хочешь жрать? Можно, да, пожевать? Жу? Нет, плавники там есть ничего, что там есть. Так, ну, я вижу, добрались до мяса. Это... В прошлом году ели строганину.
Как щик-то? Нравится? Нет? Конечно. Сик это бомба. Получается, он вообще свежий сейчас, да? Не подсоленный, ничего, да? Нет. Нет, свежий вообще. В прошлом году ел уже. Ну, я уж не помню. Как это не Зрители помню? не помню. Зрители же видели, как вы ели. Барсик, да? Не, позапрошлом ты делал, когда я был. Не, в Не, прошлом в прошлом году тоже что-то... ели. Слава делал, да, позапрошлом Дмитрич делал. Я в прошлом году. И то маленький был. Да? Ну, это хороший такой. У нас такие не попадались. А в прошлом году какие взяли? Да мелкие были. По сравнению с этим мелкие. Были неплохие, но мелкие. По сравнению с этим. Вот он не помню. Так, и, в общем, теперь шкура, да, снимается. Остается... Ух, хорошо, как ничего себе. Это за счет заморозки, да, так снимается быстро? Да. И умение. Ну, профессионально понятно. Тут. Вот тебе всё. Класс. Ух. Обалдеть. Красота-то какая. Одним движением. Батарейка. Нужный момент там. Она должна маленько отойти, по идее. Сверху вот это что-то было. А внутри было намерз. Ну, ты уже пробовал вот эту штуку? Да. Нормально? Нормально. А ты пробовал? Господи. Я вот не хочу поэтому спрашивать, потому что отказ получить это самое неприятное. Вот кусочки. Ты вот на этот показался? Аккуратно там нитка. Вот же есть сухой вот. Говорит, вот нитку, Слава говорит, нитку оближи, блин, и поймешь. Пососи нитку. Пососи, да. Пососи. А, что? Нитку. Только болит, он только болит. Рахсуата гуляет. Она вот мороженое еще. Поэтому. О, хвалю. Тура. А, сюда. Выкинул вот так. Перчуни. О, рахсуата. Это костей нету. Наверное, ты только забыл арбаса. Надо сделать. Успеете? У нас уже конфликтные ситуации начались. Я выгоняю. За еды? Нет, мы просто конфликтуем. Опоздал. Для контента. А, Для контента. Ну ясно. Морду побьете друг друга. Для контента. для контента. О, Да. дальше передаем Славе, да? Эстафету. Сразу берите. И сколько? Сантиметр, да, толщина? Не обязательно. Может 5 миллиметров. Красота какая! Не мешай. Чехотка трудно. Обалдеть. Все для вас. Все для Сейчас, ребята, это соль этот все сделаем. Соль, перец, штука. Перчик, соль нужно. Вот здесь жир плавает. Да. Мерзнет. Вот такой вот тик. Хороший сик, хороший. Такие вот чипсы получаются еще. Такие чипсы получаются. Офигеть вкусно. Очень. Попробовали. Каждый кусок опять 1000. Это класс. Со скидкой еще. По 6 обычно. В следующем году будет номинироваться. Ну, главный секрет всего этого, что это все крепится на крючках. Да. Ну что, ребят, Сейчас все подготовим. да, сейчас этот Сделаем чипсоны вот эти получились из окуня, из филешки. Просто бомба. Так будем приступать к силе, к поеданию. Слав, а ты Это эти тоже чипсы бомба. подсаливал или нет? Конечно, чуть-чуть. Есть, да, перец? чуть-чуть, я не сильно прямо без фанатизма делал все. Еще бомба. Не, сейчас еще соль и туда обязательно добавляешь вот черный перец.
И макаешь просто потом, да? Угу. Ребятки. Соли много, потому что... Мы когда были в Якутске, когда ты с нами не поехал, мы это проходили уже. Это волшебство просто. Я только благодаря Якутии познакомился с сырой рыбой. Очень вкусной. Соль, перчик, это, блин, и сижок, да неважно какая рыба, ну, якутская. Да. То есть чир хорошо тоже так заходит. Да, вообще обалденно. На, приятного аппетита. Приятно, аппетита. Можете с хлебом. Спасибо. Да, сырая рыба. Вот такие уже попадались маленькие. По телевизору показывали этот. Где это? Норвегия-то. Вот это. Угу. Там среди вот такие. О, не радостные такие. Ну да. Ну пока не выросли, наверное. Тоже, Куда да, оно? что прижились, уже радость. Что-то мне лучше заходит, чем чир. Да, Почему-то. ладно, блин. Почему-то лучше заходит, чем чир. А этот Игорь говорит, да, Чир слишком жирный. мыло. Вот это вкуснее, мне кажется, чира. Не кажется так? Это Да, мы мясо, ели. мясо уже это. После Нельмы, видать, Игорь такой к тягам. Мне очень нравится. Мне вообще вот такая пища нравится. Поход на Ел бы и ел. Так, сегодня мы проснулись очень рано. Во сколько? Надеюсь, рыба клюнет хорошо. Хотя бы носорогу. Надеемся, что хотя бы сорога клюнет. Это рано. 7:30 проснулись. Рано было. Да, рано туда. Очень рано проснулись. Так, смотрите, друзья, пока, значит, не клюет, сейчас буду готовить еду. И сразу хочу показать вот такую вещь. Называется хатат. Вот. Данные хататы есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Смотрите. Вот здесь есть такое вот точило. Подтачивать нож. В полевых условиях очень удобная штука. Вот. С таким темляком. Допустим, раз подправил, и с другой стороны вот правило. То есть правим с этой. Все. Нож острый, острейший. Вот. Заказывайте хатат в полевых условиях. Охотникам, рыбакам полезнейшая вещь. Ну вот так вот утро у меня начинается. Дмитрий снаружи что-то там щук, по-моему, дубасит. А мы в палатке. Сработал чертик. Вот. Трактор не гаете. Дентон как будет. Пошел чебак. Все хороший. Хороший чебак. Пошел. Утро вроде. Угу. Смотри-ка, как на чертика кидается, а? Вот так вот получились юкола из окуня. Ну, скажем так, не юкола, а такие вот окуневые пласты. Некоторые, которые потоньше, подсохли сильно. Которые покрупнее, они такие вот,
Ну, видно, что вот уже пленкой, коркой покрылись, и внутри такие еще мягкие. Думаю, Игорю отправлю в Подмосковье. Вот. Пусть поест, попробует окуня, так сказать, якутского. Вот. Сейчас сниму. И у нас на подходе, на очереди там вот чебак. Он как бы уже пролежал в рассоле довольно долго. Его давили вот. Давайте покажу. Давайте посмотрим, что у нас там с чебаком произошло. В каком он состоянии. Состояние или не состояние. Ну, так скажем, достаточно приплюснутом состоянии. Очень крупные чебаки. Думаю, надо сегодня уже их вешать. Сегодня повесим, посмотрим, как получится. Вот надо продумать систему стекания с них воды, чтобы вода стекла. Что-то пока мне в голову не приходит совершенно ничего, как можно было бы сделать, чтобы вода с них сошла. Даже не знаю, где их вешать.